В Башкирии тысячи местных жителей пришли на суд к активисту Фаилю Алсынову, которого власти обвиняют в экстремизме. По уточненным данным, его пришло поддержать беспрецедентное количество людей, около 5000 граждан, большая часть из которых находилась прямо на площадке возле суда, а часть в своих автомобилях, которые заполонили практически все вокруг. Дело в том, что сейчас в Башкирии, как и в многих регионах нашей страны, бушуют сильные морозы. Но даже это не остановило сознательных и неравнодушных граждан. Такая настоящая народная любовь, такая истинная гражданская солидарность внесли свою важную лепту. Дело в том, что 15 января 2024 года в Баймакском районном суде должен был быть вынесен приговор по делу активиста. Но абсолютно неожиданно было принято решение суд перенести. На заседании мне на том заседании говорили, что при сторон будет последнее слово и приговор. Но мы уже готовы приехали, я выступил на прениях, и последнее слово было. Но после этого судья сказала, что приговор вынесут 17 числа. Конечно же, это абсолютная случайность, и активных граждан здесь вообще ни при чем. Это просто совпадение, но тем не менее, делайте выводы, друзья. Для тех, кто не в курсе, Фаиль активный участник, как я понимаю, один из соорганизаторов различных протестных акций данного региона, в первую очередь связанных с экологической повесткой, в том числе известные события на всю нашу страну, Куштау-Живи, 10 тысяч активистов, которые противостояли силовикам и отстояли свои природные богатства, свои памятники, да, и относительно недавние события с протестом против золотодобычи в Башкирии, когда вот эта геологоразведка и хищные интересы этих олигархов, в том числе местных и федеральных, они спровоцировали такое противостояние, тот знаменитый народный сход, который отправил и местную власть в отставку, и точку поставил в этом вопросе. Мы эту тему широко освещали, информационно помогали тем, кто, может быть, позабыл или, может, не знает, посмотрите на канале, есть очень резонансные видео. И вот сейчас, когда вроде бы, казалось бы, все уже прошло и немножко улеглось, и в надежде, что народ отвлечен на какие-то другие вопросы, наверху было принято решение завинтить гайки и наказать тех активистов, которые создал такие проблемы. В общем, Фаиль выступал на одной из протестных акций, выступал на башкирском языке, выступал против политики власти передавать рабочие места мигрантам, потому что для власти и для бизнеса это, конечно, выгоднее, а местные жители, понятно, от этого только лишь проиграют, во всех смыслах слова проиграют. Так вот, перевод его речи с башкирского на русский, особый, искаженный перевод, позволил добиться необходимых корректировок и возбудить уголовное дело по статье «Экстремизм». Как вы думаете, кто стоял за такой грязью? Глава Республики Башкирии Радий Хабиров. Представляете, как интересно получается. Его аппарат почти месяц работал над правильным, необходимым переводом, под подборкой нужных трактовок, нужных формулировок для того, чтобы возбудить уголовное дело на активиста. После чего он лично подписал донос на общественника, дело передали, естественно, правоохранителям, а там все по классике. Вооруженные люди с оружием, его задержали, активиста отвезли в Следственный комитет, тому предъявили обвинение по 282 статье Уголовного кодекса по экстремизму. Далее, чуть позже, прокурор вышел с требованием 4 года запросить для Фаиля, но после этого вмешались недовольные граждане, которые отказались хавать дешевую жвачку из телевизора, отвлекаться на проблемы Америки или замерзающей Европы. Они поставили для себя приоритет дела внутри региона, их родной дом, их родной край. Они пришли, высказали свое мнение, наверху затряслись. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел каждому гражданину, который присутствовал возле здания суда, высказать огромные слова благодарности. Вы настоящая гордость Российской Федерации. Вы пример для всех народов нашей страны. Вы даже до конца сами не понимаете масштабы ваших вложений, да, тот подвиг, который вы совершаете. Вы не просто отстаиваете своих активистов, вы защищаете гражданское общество Российской Федерации. Потому что в следующий раз в другом регионе, когда у кого-то зачешутся руки и высокопоставленные единороссы хотят закрутить гайки, они будут учитывать, что подобные действия могут спровоцировать настоящий социальный взрыв. И для населения, для каждого гражданина, который до этого, может быть, относился к подобным вещам скептически, вдруг стало очевидно, что когда мы объединяемся, когда мы солидарны, это очень себе даже меняет, в том числе и позицию суда. Представляете, вот люди пришли возле здания суда, постояли, ну, казалось бы,
бы, что тут незаконно, что тут опасно? Просто люди стоят, а внутри у кого-то, да, судья вот так вот выглядывали, там прокурор вот так вот смотрит, животик внезапно закрутил. Но учитывая масштабы, там в правительстве региона животики закрутили, да, люди сантехнику внезапно всю сломали, да, хотя ничего незаконного нет, все абсолютно легально, все абсолютно цивилизованно, конструктивно, люди имеют на это право, да, защищать своих общественников любыми законными путями. Поэтому то, что вы делаете, за это огромный респект и низкий поклон. Я высказываю всяческие слова благодарности и солидарности. Все наши интернет-ресурсы в вашем распоряжении. Если нужна будет какая-то отдельная помощь и поддержка, можете на нее рассчитывать. А сейчас огромная просьба и обращение к каждому из моих соратников, товарищей, подписчиков. Помогите распространить данный опыт, помогите распространить данную ситуацию до как можно большего количества людей, чтобы в этой борьбе за сознание граждан вот эти конкретные примеры были эффективным инструментом, отличным оружием в данной борьбе. Те сознательные товарищи, которые хотели бы поддержать нашу борьбу, команду, интернет-ресурсы, меня, мою, соответственно, борьбу за сознание людей, в описании к данному видео есть ссылка на мой закрытый телеграм-канал, это ресурс для спонсоров, но помощь там по-настоящему копеечная, действительно символичная, поэтому просьба каждому из вас, подпишитесь на этот ресурс. Помимо этого, в описании к данному видео есть номер карты Сбербанка, есть ссылка на донаты, и, конечно же, не забывайте про репосты и про лайки. На сегодня все. С вами был Николай Бондаренко. Боритесь за свои права.